На сегодняшний день известно о таких случаях. Я уже вам задавал этот вопрос о случаях, когда во время войны в Чечне чеченские дети находились в так называемых летних лагерях в крымско-татарских семьях. Что вы знаете об этом и как это происходило и почему все-таки это произошло? Это было именно инициировано крымскими татарами. Я думаю, что Мустафа Джемилев сыграл очень большую роль именно в этом, потому что после Первой войны Мустафа Джемилев, он приезжал на инаугурацию нашего президента Аслана Масхадова. Мы с ним тогда уже были лично знакомы, но у нас еще не было таких дружеских отношений. Но мы и с этого времени он был очень тесно связан и понимал, что... И, конечно, когда началась Вторая война, и малейшее, когда наступило затишье, когда война из города вышли туда, в предгорную, горную часть, вот в это время и было предложено крымскими татарами привести детей, чеченских детей, и принять их в своих семьях и в домах. Вы знаете, наверное, да, я об этом говорил, Мустафа Джемилев именно в этот момент он усыновил двух мальчиков, сирот, которые привезли, он их воспитал, он их женил, и они сегодня называют его папой. Один живет в Нью-Джерси, в Америке, другой в Турции. То есть, ну, очень многих судьба сложилась, и она очень тесно связана с крымскими татарами. Это в таком на личном уровне. А, конечно, такое боевое братство, которое здесь, сотрудничество, взаимодействие наших бойцов с бойцами крымских татар, она тоже очень многое. Это очень многообещающее не начало, а настоящее, которое в перспективе, в будущем может иметь очень серьезные последствия, в хорошем смысле этого слова. Это и взаимодействие, и взаимовыдержка. И мы сейчас находимся абсолютно в одинаковом положении. Крым находится под российской оккупацией. Чеченская республика находится под российской оккупацией. Мы обязаны деоккупировать и Крым, мы обязаны, и мы это сделаем, деоккупировать Чеченскую республику. И, конечно, мы рассчитываем я уверен в том, что будет взаимодействие по всем этим вопросам и направлениям.